8 июля в секторе редких и ценных документов начинает свою работу выставка «Домашний быт и семейный уклад русского народа», приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Книги, представленные в экспозиции, помогут разгадать поверья и обряды русского народа, помогут представить бытовую сторону жизни русского человека прошлых столетий. Заглавным экспонатом выставки является авторитетный труд знатока русского быта, историка и этнографа Михаила Забылина «Русский народ. Праздники, обряды и обычаи на Руси». Этот труд у нас представлен в нескольких изданиях. Одно из них – это иллюстрированная, выпущенная в 2004 году двухтомная книга. Первая книга «Праздники, обряды и обычаи на Руси», вторая книга «Суеверия, приметы, заговоры». Текст печатается по изданию оригинальному, вышедшему в 1880 году, но сама книга сопровождается множеством иллюстраций, красиво оформлена. Также в экспозиции присутствует репринтное переиздание с книги 1880 года «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». Книга довольно хорошо оформлена, но уже без иллюстраций. И о чародействе, и о заговорах, и народная медицина, и сотники, и народный цветник, и домоводство, и о том, какой домашней утварью пользовались наши предки, и о домашнем хозяйстве, и обряды на различные случаи жизни, и о праздниках, как их праздновали. Также много информации, связанной с различными приметами, заговоры и прочее, прочее, прочее. Есть даже информация о музыкальных инструментах прошлого, есть информация о том, как проводили свой досуг русские люди, о звериной и птичьей охоте в России, приметы, пословицы и прочее, прочее, прочее. В экспозиции также можно познакомиться с одним из томов двухтомного труда другого авторитетного историка прошлого XIX века Ивана Забелина «Домашний быт русского народа в XVI-XVII веках». Этот том, конкретно, который у нас представлен в экспозиции, посвящен домашнему быту русских цариц в это время, в XVI-XVII веках. Но надо сказать, что кроме информации о жизни женщины в царской семье, есть довольно много информации о жизни простой женщины. В частности, первая глава называется «Женская личность в допетровском обществе», и в ней рассказывается о том, чем отличалась, какие характерные черты были у образа жизни женщины в ту эпоху. А вторая глава также посвящена общего характера и рассказывает об особенностях личности женщины XVII-XVI века, главные черты женской личности в допетровское время, идеалы, образ жизни и прочее, прочее. Домашний быт и нравы русского народа исследуются и в небольшом таком издании. Называется оно «Накануне реформ Петра Великого», автор экономов. Это очерки, этнографические очерки государственного, общественного, частного быта Московской Руси XVII века, в которых также исследуется образ жизни, семейный уклад, обеды, как проходили, что было главного в русской семье. Рассказывается об устройстве жилища, украшения, какие применялись, какие были развлечения. И основные черты характера людей XVII века также описываются в данном издании. Семейные нравы и какие были пережитки. То есть вот много интересного можно найти в этой книге. Сравнение с бытом человека начала XX века описывается быт также русского народа XVI-XVIII века в народной энциклопедии, подготовленной Харьковским обществом распространения грамотности. В экспозиции представлен второй исторический полутом данной энциклопедии.
И здесь также поднимаются вопросы устройства жилища, пищи какая была, и все это сравнивается с веком, с началом 20 века, когда была выпущена данная энциклопедия. Положение женщины также сравнивается, как изменилась русской женщины, допустим, какие нравы в семье были в прошлом и в начале 20 века, и, наверное, исследователям, да и простым людям, интересующимся историей русского народа, будет интересно посмотреть это издание, дабы сравнить. Много иллюстрированной информации содержит книга этнографических очерков «Народы России». В коллекциях редких и ценных документов присутствует, хранится два издания «Народов России» 1878 года и 1880 года. Эти книги различаются между собой. Текст практически одинаковый и в том, и в другом издании, но вторая книга 1880 года представлена как живописный альбом. А вообще цель обоих книг, обоих изданий была в том, чтобы живописно представить образы народов, населяющих нашу страну. И первая глава «Славянское племя» начинается с описания нравов, быта, семейных обычаев великорусского народа, великороссов. Вторая глава посвящена уже малороссам. И описание дается в сравнении, иллюстрируется. Можно посмотреть. Отдельную информацию об этнографических особенностях русского народа можно найти в масштабном многотомном издании «Живописная Россия». Издание богато иллюстрировано. Каждый том посвящен какому-то отдельному региону. Если говорить о полном названии книги, называется она «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении». На данной выставке представлен том 6, посвященный Москве и жителям Москвы. Ну и последняя книга, о которой хотелось бы рассказать, будет интересна специалистам, изучающим наш регион, изучающим наш край. Это первый выпуск «Известий общества изучения Прикамского края» 1917 года. Открывает выпуск публикация известного нашего земляка, этнографа Дмитрия Зеленина. Публикация называется «Этнографические сведения об удельных крестьянах подгородных деревень Елабужского уезда». Вообще это труд священника города Елабуги Михаила Ардашева. Был он подготовлен в 1848 году, послан им в Русское географическое общество, где хранился в архивах. Собиратель всего, что связано русского фольклора, истории о русском быте, этнограф Дмитрий Зеленин заинтересовался этой публикацией, взял интересные моменты из нее, выдержки, и подготовил данную статью. Что интересно, здесь дается информация не только о домашнем быте елабужских крестьян, но и небольшая заметка, небольшие сведения о языке. Какой был язык у русских крестьян, проживающих на территории Елабужского уезда, и чем вообще отличался русский язык вятского крестьянства, допустим, от русского языка жителей Центральной России. Также здесь есть и информация о свадебных, родильных обрядах, о народной медицине, о занятиях, ну и так далее. А еще в данном выпуске в «Известиях общества изучения Прикамского края» второй публикации представлена программа для этнографического описания русских жителей Прикамского края. Ее также подготовил Дмитрий Константинович Зеленин. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это небольшие миниатюрные книжечки, называются «Уральские хороводы», в которых можно найти хороводные песни о семье, любви и верности, которые бытовали на территории Уральского региона, ну и в том числе и нашего региона тоже такие встречались хороводные песни.
Если вы хотите узнать, что означает слово «галушничать», что такое кумашник, сколько аршин нужно было на сукна на пошив кафтана, какую роль играл колдун на русской свадьбе, приходите к нам в отдел, познакомьтесь с нашей экспозицией, и вы найдете тут эту информацию.